Печора-Энергоресурс – одно из двух крупнейших лесоперерабатывающих предприятий Троицко-Печорского района. Для райцентра оно одно из градообразующих. Здесь трудится больше 220 человек. В основном жители республики. На обширной территории, где еще лет 10 назад была тайга, сегодня действуют цеха по выпуску сухих экспортных пиломатериалов, погонажных и клеенных изделий из древесины, древесных топливных гранул. У вас делянки, да? Да, все. У нас все полностью, от заготовки до погрузки готовой продукции уже в контейнер. Все свое. Несмотря на обширную территорию, логистика на предприятии просчитана до мелочей. Перемещение цеха к цеху по пиломатериалам они кратчайшие. Ну, чтобы уменьшить как бы этот Ну, транспорт. это высчитано все вами, да? Просчитано? Конечно. Конечно, это работа над этим целое предприятие. Биотопливо пользуется спросом не только в республике, но и за ее пределами. Заказы идут даже из Казани. В республике топливные гранулы уходят в оборот Ухты и Сосногорска. Коми тепловая компания тоже закупает эту продукцию для своих котельных в Печорском районе. Спрос растет ежемесячно, поэтому бесперебойный вывоз древесного сырья с делянок для предприятия просто необходим. Однако в период распутицы из года в год возникают проблемы. Для работы весной предприятию хватает запасов, а осенью случаются даже простои. Минувший сезон Печора-Энергоресурс потерял таким образом около 30 миллионов рублей. Промышленники предложили депутатам рассмотреть вопрос о передаче права устанавливать подобные ограничения муниципальным властям. Народные избранники обещали помочь. Тем более, что предприниматели готовы поучаствовать в приведении в порядок столь необходимой всем жителям района дороги на Якшу. Очень активно взаимодействует руководитель предприятия с руководством администрации. И это взаимодействие имеет, конечно, свои результаты. Люди слышат, руководители нашей администрации Троицко-Печорской тоже заинтересованы в том, чтобы расширялись рабочие места, чтобы привлекались дополнительные инвестиции, чтобы предприятие участвовало в грантовой поддержке, чтобы поддержка со стороны государства, правительства Республики Коми тоже была. На сегодня из 2 миллиардов вложенных в создание этого предприятия средств государственных лишь 5 миллионов. Получать большую поддержку предприятие не может, ведь учредитель у него иностранный. И участие иностранного капитала 100%. Для получения льгот по налогообложению надо снизить его в половину. Но делать это руководитель предприятия опасается. В Минпроме на совещании я говорил, что пока в нашем обиходе есть слово «рейдерский захват», у нас учредитель будет иностранное предприятие по английскому праву живущее. Потому что построить очень тяжело, а лишиться легко. По словам руководителя предприятия Андрея Ярмолика, он и дальше будет расширять производство. В планах на ближайшую перспективу закупить новое оборудование, а значит создать дополнительные рабочие места. Для дотационного на 2/3 района это выгодно, ведь из своих источников поступления средств 80% это налог на доходы физических лиц, которые идут из предприятий, действующих на территории Троицко-Печорска. Сегодня у нас в районе функционирует 2 градообразующих проекта, 2 градообразующих предприятия. Печора-Энергоресурс, который мы сегодня посетили, и предприятие «Азимут», которое также занимается заготовкой древесины и глубокой ее переработкой. И в ближайшей перспективе мы будем готовить 3-й инвестиционный проект, который объединит усилия еще 2 предприятий. Профиль тот же самый, но Троицко-Печорск всегда исторически сложившийся лесной район в Республике Коми. Помогают предприниматели в решении насущных проблем района и с ремонтом дорог, и с пиломатериалами для починки тротуаров, строительства заборов, беседок, благоустройства социальных и образовательных учреждений. Да и проведение спортивных мероприятий и творческих конкурсов для детей и молодежи тоже не обходится без поддержки бизнеса. Такое вот партнерство. Наталья Литкевич, Павел Люлянмин, телеканал Юрга, Троицко-Печорский район.